Чистота – половина веры. Большой субботник проходил сегодня на территории мемориального комплекса Уазуат Кашмыш в Назране. Быстрее калькулятора. Битва интеллекта в Центре образования Магаса. Расскажем о Всероссийской олимпиаде по ментальной арифметике. 25 лет бок о бок с культурой. Республиканский дом народного творчества торжественно отметил четвертьвековой юбилей. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Золотая осень в Ингушетии. Продукцию, начиная от мясомолочной и заканчивая яблоками и пшеницей, представили около 60 сельхозпредприятий как Ингушетии, так и регионов СКФО. Это ГУПы и фермерские хозяйства. Ярмарка развернулась на площади перед Домом культуры Назрани. Выставка «Дошук Гуйри» была посвящена Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Светлана Томова расскажет подробнее. Владимир Садовский не первый год приезжает в Ингушетию на различные ярмарки. Питомник, где он выращивает плодово-ягодные деревья, расположен в Краснодарском крае. По его словам, проехать сотни километров для садовода не помеха, если его товар востребован. Да и цены приемлемы. Если на рынке саженец яблони можно приобрести от 300 до 500 рублей, то Владимир их реализует на ярмарке за 200. На данный момент черешня, вишня, яблоня, персик, абрикос, слива, все плодово-ягодные сорта, вот мы и занимаемся этим. Проезжаем к вам и осенью, весной, когда наступает сезон выращивания саженцев. Мы к вам уже ездим 9-й год. На этой ярмарке представлены все виды мясной продукции – пшеница, фрукты, овощи, мед и многое другое. Изобилие поражает взгляды покупателей. Главное преимущество товаров – цены в несколько раз ниже рыночных. Разница в стоимости 20-30 рублей. К примеру, килограмм яблок здесь обойдется покупателям в 40 рублей, в то время как на рынке цена доходит до 120. Немаловажный аргумент – продукция экологически чистая, что, безусловно, не может не радовать жителей. То же самое касается и молочной продукции. Копченые, свежие. Очень вкусно все. Пшеницу я смотрела. Мясо 320 на базаре, а тут 280 я взяла. Конечно, важна ярмарка. Чаще чаще хулри. Завод «Молоко Ингушетии» свою продукцию на суд покупателей также представляет не первый год. Молоко, кефир, сыр и сметана – все самое полезное, а главное – натуральное. Гости ярмарки раскупают ее за считанные минуты. Продукция наша вся свежая, натуральная продукция. У нас продукция 100% без добавок, без всяких этих химикатов. Так что можно, наше население может абсолютно спокойно употреблять нашу продукцию. Продукты на прилавках – это результат кропотливой работы фермеров, аграриев и крупных компаний Ингушетии. Мурат Костоев развивает свое фермерское хозяйство. На ярмарку он привез домашних кур. По его словам, в птицеферме их разводят на чистых кормах и без всякой геномодификации. Берут нашу продукцию, мы производим, закупаем суточных цыплят в Кабардино-Балкарии, и дальше мы их растим, производим. Каждый месяц мы производим более 50 тонн в живом весе птицу. Население не против, берут нормально. Мы сами делаем корма, добавляем витаминный комплекс и все. Никаких там уколов, геномодифицированных зерновой части, ничего у нас нету. У нас все натурально идет, потому что мы сами производим корма. Ярмарка «Золотая осень» стала в нашей республике уже ежегодной и традиционно проводится после Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». По итогам участия в юбилейном аграрном форуме стенд Ингушетии получил уже 8-й раз гран-при. Кроме того, диплому от организатора выставки получили более 40 предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств республики. В ярмарке сегодня участвует более 60 товаропроизводителей и более 100 наименований продукции. Да, у нас традиционные наши партнеры, которые из года в год к нам приезжают, это представители Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Дагестана, которые сегодня здесь находятся.
Параллельно с торговлей на уличной площадке для гостей ярмарки организовали мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работника сельского хозяйства. Ярмарку посетили председатель Народного собрания Республики Магомед Яндиев и первый заместитель председателя правительства Михаил Илезов. Обращаясь к аграриям с поздравлением, гости отметили, что республика с давних пор славится талантливыми и трудолюбивыми людьми. Ингушетия преимущественно аграрная республика, и состояние дел в этом секторе экономики всегда будет существенно влиять на благосостояние ее жителей. Нетерпимо положение дел, когда 3/4 продуктов питания, потребляемых населением республики, заводятся из других регионов. Поэтому мы просто обязаны увеличить производство продукции сельского хозяйства. Нужно искать пути дальнейшего повышения эффективности сельского хозяйственного производства. В первую очередь нужно сосредоточиться в привлечении инвестиций в сельское хозяйство. Примеры такой работы у нас есть. Это сад-гигант, Ингушетия, агропромкомплекс Сунжа, молочный комплекс Маговеки и другие. Очень важно, чтобы из сел не уезжала молодежь. Необходимо повысить качество подготовки специалистов данной отрасли. Эти и другие меры должны в корне изменить ситуацию в сельском хозяйстве республики. Мы рассчитываем на вас и ждем, что в ближайшие годы мы укрепим продовольственную безопасность республики. Еще раз поздравляю вас с сегодняшним праздником, желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и успехов в вашем нелегком труде. Торжественная часть мероприятия завершилась награждением грамотами главы республики лучших работников сельхозотрасли республики. Светлана Томова, Мэрбик Миржоев, Новости 24. В преддверии 27-й годовщины событий осени 92 года на территории мемориального комплекса Уазуат-Кашмыш сегодня прошел Большой субботник. Акцию организовал региональный Миннац. Десятки неравнодушных жителей республики очистили территорию кладбища от сорняков, подмели площадь комплекса. Религиозные деятели, студенты, местные жители и родственники погибших и пропавших без вести охотно поддержали инициативу организаторов и присоединились к благому делу. Облагораживание территории кладбища для Махмуда Мурзабекова в первую очередь это возможность заслужить награду от Всевышнего. В то время как отец читает молитву за погибших, Махмуд в перчатках, вооружившись шипцами, пилой, лопатой и граблями, со своими племянниками ряд за рядом очищает территорию вокруг могил. Яндиевы, Цуровы, Кациевы, Ханиевы. Записи на могильных плитах, повествующие о родственниках. Все эти люди погибли или пропали без вести в результате событий осени 92 года. Субботник собрал десятки неравнодушных жителей республики. Среди них религиозные деятели, студенты, местные жители и близкие родственники усопших. Люди приходят и когда делают дуа, совершают дуа тем людям, которые здесь похоронены, и тем людям, которые находятся без вести, и надеются, что их найдут, и их останки будут тоже здесь уже в последующем захоронены. Конечно, с точки зрения и религии, поддерживать такое место постоянно в чистоте, это заслуживает внимания, так как когда человек приходит, он может найти могилу своего родственника, чтобы он спокойно мог пройти к этой могиле. Присоединился к богоугодному делу и Ваха Бузуртанов. О субботнике он узнал из социальных сетей. Как и другие желающие почтить память погибшим, договорились встретиться в 10 утра. نعبد جيش دوت سنة زمن يا ليتsa ve ona diyakardı o sada kadar sandi melkayık bir hacı diye hani açı yedinin vegir dus dojda yerde seçi o sada diyirdi. Мурат Хадзиев приехал на субботник из поселка Карца. В акции он участвует каждый год. Приезжает на мемориальное кладбище, чтобы еще раз почтить память погибших и прочитать молитву. وادو كزم جالسي يلج بدير خديت يدي عود دخ ادمدان عود ناديخ اخش دا سبوشي دابي يجي تا ياسا غوشت يغير ادير شتش دا حتى خلني تدا في مركز دكتور يا ويش قالنا هم دخ دي هم اوغيقي بليس بوز بخانتو حتى برش дабух. Неравнодушные молодые ребята, все они сюда пришли. Организатором именно
Минац у нас является. И, соответственно, туда подключились и Ингушское региональное отделение «Молодая гвардия Единой России», и студенты Северокавказского топливно-энергетического колледжа имени Тугана Хусейновича Сурова. Каждый год мы стараемся уделить время. Мы знаем, что 30-го обычно собираются все жители. Мы здесь проводим. Вы не впервые участвуете? Да, каждый год мы стараемся принимать активное участие. Среди могильных памятников особенно взгляд приковывают 5 безымянных могил. Их имена и фамилии неизвестны, но эти люди навсегда останутся в памяти народа. Опознать ваш адендац малмалу Атеданбек Хабибович, Галгай Больга Хожбы, Ханярбы, Цамштица Хома. Приходить сюда почаще со своими родными жители обещают друг другу, а организаторы отмечают, каждый год участие в субботниках принимает все больше людей. Адам Мережков, Магомед Даскиев, Новости 24. Суперумы, способные решить сложную комбинацию из цифр моментально. Настоящая битва интеллектов проходила сегодня в Центре образования города Магаз. На Всероссийскую олимпиаду по ментальной арифметике в Ингушетию съехались вундеркинды из различных регионов страны. Дети-калькуляторы соревновались в быстром сложении, умножении, делении и вычитании математических комбинаций. Ну а на кону поездка в детскую страну чудес. О битве умов расскажет наш корреспондент. Мы с вами представляем и придумываем сарабан и считаем на чем? На воображаемом сарабане. К такому инструктажу этим маленьким интеллектуалам не привыкать. За плечами у каждого не одна победа в таких соревнованиях. Самым старшим нет и 11, а младшему 6 лет. Участников распределяют по возрастным группам. Всероссийская олимпиада по ментальной арифметике объединила на одной площадке участников со всех регионов страны. На кону участие уже в международных состязаниях и заветная для детей поездка в парижский Диснейленд. 37 плюс 25. 37 плюс 25. 60 должно быть. Ислам Шерипов – призер региональных соревнований. Возможная перспектива представлять страну на международной олимпиаде и путешествие во Францию стало стимулом улучшить свой уровень счета двухзначных чисел от 3 до 5 секунд. Для 9-летнего Ислама это отличный результат. Во всем юному интеллектуалу помогает мама, которая и сейчас рядом. Эмоции, конечно, волнуемся, переживаем. Ну, я уверена в своем сыне. Я надеюсь, конечно, и надежда есть, и уверенность как-то править. Но все-таки надеемся на всю победу. На звание самых быстрых претендует около 350 участников. Их способности просто удивляют. Сверхдети, подобно калькулятору, вычитывают и суммируют числа за пару секунд. Уступать сопернику никто не намерен. Правда, это не мешает ребятам подружиться друг с другом. Мне нравится, что даже не хочется уходить. Я здесь подружился, увидел красивые места. Принимают участников и гостей состязаний в одном из самых больших школ региона – Центре образования. Организацией состязания наставники ребят довольны. Конечно, нам понравилась организация на высшем уровне. Соревнования еще не закончились, но тем не менее главным триумфатором Олимпиады в один голос все зовут Мухаммада Евлоева. 95 примеров с трехзначными числами он может вычесть и суммировать за 4 минуты. То есть на решение одного примера у него уходит 2-3 секунды. Для сравнения, взрослым на это требуется в среднем 10-12 секунд. Мухаммад быстрее в 4 раза. С такими способностями он не мог не представить республику и страну на международной олимпиаде в Дубае, откуда приехал уже суперчемпионом. Очень хорошо тренировались, у нас были хорошие педагоги, которые очень старались, чтобы мы заняли высшие награды. Там было 2 этапа. Первый этап на абакусе, а второй ментально. Я со всей силой решала примеры, и у меня получилось занять высшие награды. Ментальная арифметика – это программа развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью арифметических вычислений на счетах абакус и сарабон. Но для участников они уже не нужны. Дети считают на пальцах, представляя счеты в уме. Для нас, когда мы решаем ментально, для нас удобно это. И абакусом кому-то. Для нас помогает это для математики, или если сложное задание какое-то. Это мы прибавляем 9 минус 3, это значит мы прибавляем 9 и убираем 3 пальцем. Мы представляем абакус и делаем.
Оценивают интеллектуалов через тестирование. Каждому раздают бланок с заданиями. За 6 минут им необходимо вычесть или суммировать 400 примеров и дать правильные ответы. Победителем станет та команда, которая наберет больше баллов. Наша команда рассчитывает на первое место. Обучение юные ингушские вундеркинды проходят в Академии интеллектуального развития КИДС. Олимпиаду проводят здесь, потому что очень много детей, которые занимаются ментальной арифметикой, увлекаются этим. И вообще у нас в республике в последние несколько лет большую популярность приобрела ментальная арифметика, так как ментальная арифметика – это уникальная, готовая программа развития интеллекта. Заявленные 6 минут истекли. Наставники приступают к подсчетам результатов. Эта ответственная задача растягивается надолго. Имена победителей объявят позже. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев. Новости 24. А после для юных участников Олимпиады по ментальной арифметике организовали экскурсию по столице Ингушетии. Больше всего детям запомнилось посещение главной достопримечательности Магаса – 100-метровой башни Согласия. Центр культуры, спорта, туризма города Магас приняли в башне Согласия. Наши специалисты занялись проведением экскурсий, то есть ознакомлением гостей из соседней республики с нашим бытом, с нашими преданиями, предками и жизнью наших предков. Вот. Дети, как я вижу, всем довольны. Здесь стоит огромная башня, и она очень красивая. С высоты я немного боялся, но все равно мужественность преодолевает все страхи. Я был на Олимпиаде, и она была хорошая. Задания были легкие. Я сделал, наверное, где-то 65, а точно не помню. Олимпиада была несложная. В этой Олимпиаде мы можем выиграть поездку в Сочи, Диснейленд, и выиграть 300 тысяч рублей. Рискнули подняться на верхнюю площадку, ведь многие из школьников боятся высоты. Впрочем, и на площади Алани они нашли чем заняться. Участники Олимпиады не только умные, но и творческие ребята. Они решили устроить импровизированный концерт возле башни Согласия. Если будем вместе, пронесемся высоко, позволяя землю нашу, жизнь становится легко. Магас – четкий город. Хочу сюда еще раз приехать, буду стараться, чтобы сюда еще раз приезжать. Мне понравилась башня, особенно пол стеклянный. 25 лет исполнилось сегодня со дня основания Республиканского дома народного творчества. Торжественное мероприятие по случаю юбилейной даты состоялось в ДК селения Кантышево. Здесь было все – праздничный концерт, юмористические сценки, награждение лучших деятелей культуры. Присутствовали творческие личности, посвятившие свою жизнь сохранению и популяризации народной культуры. Репортаж Тамары Хашагульговой. Торжество является важным событием культурной жизни нашей республики. 25 лет бок о бок с культурой. Срок действительно не маленький. На сцене и в зале люди, которые посвятили свою жизнь сохранению и популяризации народной культуры. И это их общий праздник. Дом народного творчества – настоящая кузница талантов. В его стенах возрождаются и поддерживаются главные культурные ценности. За национальные танцы отвечает ансамбль «Аса», декоративно-прикладное искусство – известный скульптор Юсуп Цуров, а за искусство ковроделия – Зейнаб Дзарахова, этнограф и доктор исторических наук. Мы при Республиканском доме народного творчества создали кружок «Истинг» ингушского войлочного орнаментального ковроделия. Работаем уже второй год. Есть уже ученики, есть очень успешные ученицы, как среди старшего поколения, так и девочка, которая учится в школе, Мадина Газдеева. Это истинно ингушское, народное, древнее искусство. И оно в себе несет и красоту, и глубину, и мысли, и философию наших предков. И потому возрождением мы занимаемся так вот. Все танцы, песни и поздравления со сцены для них. Своего зрителя сегодня балуют. Тут и известные артисты филармонии, и начинающие звезды ингушской эстрады с зажигательными и проникновенными песнями, которые давно уже стали достоянием культуры народа. Но не только песнями и танцами почуют гостей. Нашлось место на этом юбилейном вечере и юмору. Постановка по повести Антона Чехова «Дипломат» в исполнении актеров творческой студии «Барт».
РДНТ не только развивает творчество, являясь оплотом народной культуры и искусства республики. Он также курирует все дома культуры, оказывает методическую и практическую помощь в их деятельности. Как верный наставник помогает своим младшим товарищам приобщать к культуре подрастающее поколение, за что они ему благодарны. Семинары, концерты, мероприятия, поддержки ЦАНИО. Это наши наставники, они помогают нам работать. Мы новички пока в этом деле, и они нам советуют, нас учат, как работать. История Дома народного творчества ведет свое начало с 1994 года. За этот период сделано немало. Работники РДНТ посвящают себя сохранению и популяризации традиций и обычаев ингушского народа и народов, проживающих в республике. Сегодня РДНТ – центр досуга с огромным диапазоном работы, будь то музыкальные и хореографические фестивали, смотры, конкурсы художественной самодеятельности домов культуры и семинары, практикумы. Мы решили свой праздник, торжества свои провести в Кантышевском доме культуры. Почему? Потому что все мероприятия обычно проводятся на Зране, но мы решили сейчас пропагандировать наши периферийные дома культуры. И, конечно же, у нас же появилась добрая традиция проводить фестивали, конкурсы, всевозможные мероприятия в наших домах культуры, которые находятся в наших муниципальных образованиях. За плечами Дома народного творчества четверть века упорного труда во славу ингушской культуры и фольклора. Но впереди, несомненно, еще больше. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. А вот в ДК Зязиков-Юрта в ближайшие дни откроется музей военных артефактов «Память поколений». Инициаторами создания музея стали глава Малгобекского района Хамзат Далтмурзиев и председатель поискового отряда Малгобек Беслан Дзейтов. Музей расположится в сельском доме культуры. Экспонаты, вошедшие в фонд, хранят память о трагических событиях Великой Отечественной войны. В экспозиции будут представлены боевое оружие, личные вещи бойцов, различные предметы, найденные во время поисковых работ на ингушской земле. 65 лет со дня образования службы криминалистики. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают тысячи сотрудников отделов криминалистики по всей стране, в том числе и в нашем регионе. Впервые управление было сформировано согласно указу Генерального прокурора СССР от 19 октября 1954 года в самой Генеральной прокуратуре. Целью создания являлась борьба с преступностью и совершенствование приемов следствия. Загорелое лицо и кисти рук. Были за границей, но не загорали. Войдя, сильно хромали, но стул не попросили. Стояли, словно забыли о ноге. Выходит, боль психосоматическая. Значит, обстоятельства ранения травмируют, то есть рана получена в бою. Боевое ранение, загар, Афганистан или Ирак. Повседневная работа криминалиста на практике не похожа на приключения Шерлока Холмса или комиссара полиции из телевизионного боевика. Криминалисты отнюдь не современные супермены со сверхспособностями, в одиночку решающие все вопросы. Эта профессия требует осторожности и деловитости, умения логично и абстрактно мыслить, а также настойчиво добиваться поставленной цели. Этих правил всегда придерживаются следователи-криминалисты Следственного управления Следственного комитета России по Республике Ингушетия. Ахмедхан Евлоев на службе 11 лет и ни разу об этом не пожалел. Окончил я Горский кадетский корпус, и во время учебы мой родственник, близкий родственник, работал уже следователем, но в годы, и я решил пойти по его стопам. Следователем я работал в течение 3 лет ровно в должности следователя, старшего следователя и по особо важным делам. И как требуется в службе криминалистики, стаж работы 3 года на должности следователя. После 3 лет я перешел в службу криминалистики. История появления службы криминалистики в регионе берет свое начало с момента создания прокуратуры Республики Ингушетия в декабре 1992 года. Тогда же была введена должность прокурора-криминалиста в одну штатную единицу. А уже в 1999-м вступить в эту должность было предложено Микаилу Барахоеву, который в то время работал прокурором отдела за следственным дознанием и оперативно-розыскной деятельности. В прокуратуре республики по штату был всего лишь один прокурор-криминалист, не было отдела криминалистики. Потом, когда в 2007 году была создана новая структура, Следственный комитет при прокуратуре
Российской Федерации, но при прокуратуре мы тогда, Следственный комитет, тогда был создан отдел криминалистики. И вот при создании этого отдела я был назначен руководителем этого отдела. У нас было всего 4 человека, 3 прокурора-криминалисты, тогда так еще и назывались, потому что мы были как бы при прокуратуре. В связи с выделением следствия из прокуратуры в настоящее время криминалисты трудятся в органах Следственного комитета. И должности у них, соответственно, не прокуроры-криминалисты, как раньше, а следователи-криминалисты. Коллектив отдела небольшой, но очень дружный. И самое главное, здесь собрались профессионалы своего дела. Мы должны знать, значит, на высоком уровне применять, использовать в работе качественную, высокотехнологическую криминалистическую технику, плюс знать методику, навыки. Лучше любого следователя, на 3 головы выше, должен знать, значит, методику расследования, раскрытия преступлений. Вот этим как раз мы и занимаемся. Сотрудниками отдела постоянно оказывается методическая помощь следователям при выездах на места происшествия. В текущем году ими осуществлено больше 100 таких выездов. Принято участие в 121 следственном действии, и во всех случаях использовалась высокотехнологическая криминалистическая техника. Одним из таких является нелинейный локатор, предназначенный для обнаружения объектов, содержащих в себе полупроводники, то есть электронные микросхемы любых устройств. Примером удачного использования локатора является происшествие, которое произошло в марте 2016-го. Тогда недалеко от мечети в селении Насыркорт взорвался автомобиль, припаркованный рядом с частным домом. На этом месте происшествия в первоначальные дни, в несколько дней, там обширный такой диапазон был, радиус места происшествия, поражения объектов. Мы не могли ничего найти, то есть относящегося к взрывному устройству. Было у нас, во всяком случае, имелась достоверная информация о том, что даже пострадавшие люди, ими не были утеряны мобильные телефоны. И мы искали компоненты самодельного взрывного устройства, примененного там, которое было начинено в автомобиль. И в результате его применения в груди металла от оставшегося автомобиля, от того же автомобиля и строительно-бытового мусора, нами были обнаружены фрагменты мобильного телефона. Впоследствии был установлен и модель телефона была установлена, и сим-карта уже, и по email-коду мы вышли на сим-карту, которая была установлена в этот телефон. Идеального без улик преступления не бывает. Такого мнения твердо придерживаются сотрудники отдела криминалистики. Доказательством тому служат десятки раскрытых преступлений прошлых лет. К примеру, только в 2018-м их было 49, а с начала этого года следователи-криминалисты раскрыли 8 из 10 совершенных преступлений, среди которых немало резонансных дел. 13-летней давности дело раскрыли года 2-3 назад, направили дело в суд, там было и похищение людей. Значит, человек, который уже был, значит, под другим паспортом жил, под чужим именем жил, давно обзавелся семьей, живет себе привольно. Мы установили его причастность к убийству, причастность в селении Яндере и причастность, значит, к похищению человека. Нашли тех свидетелей того времени, нашли самого потерпевшего с Краснодара и провели опознание. Там не только кримтехника была применена, там были возможности современной экспертизы. То есть на базе молекулярно-генетической экспертизы оттуда мы, значит, вычислили того человека. Службу криминалистики вряд ли можно назвать секретной, но вот от опасности это вовсе не избавляет. Криминалисты, как правило, первыми прибывают на место преступления в составе оперативной группы. Кто знает, что подготовили злоумышленники на сей раз. Возможно, жертвами должны стать сами полицейские. Но бояться этим профессионалам некогда. В борьбе со злом они готовы и днем, и ночью стоять на страже закона, несмотря ни на что. В связи с 65-летием со дня образования службы криминалистики хочу поздравить своих коллег, пожелать им счастья, удачи в работе, карьерного роста, достижения высоких результатов, развития в служебной деятельности и побольше раскрытия уголовных дел. В день празднования образования службы криминалистики я бы хотел поздравить своих коллег с этим днем, пожелать им самого наилучшего, успеха в работе, здоровья и
не останавливаться на достигнутом. Хотел бы поздравить всех ветеранов криминалистики, те, которые стояли действительно у истоков службы криминалистики. Поздравить всех работающих в настоящее время. Вот. Дай Аллах, дай Бог, чтобы у них, значит, в личной жизни прежде всего было все хорошо у них, а высоких достижений, значит, в работе. То есть нет нераскрытых преступлений. Вот наш девиз. Юные дзюдоисты разыграют медали на открытом традиционном республиканском турнире. Большое спортивное событие будет проходить с 26 по 27 октября во Дворце спорта «Магаз». Ожидается участие порядка 400 спортсменов из республик Северо-Кавказского федерального округа. Соревнования пройдут в 19 весовых категориях между участниками. Призеры и победители турнира будут награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней. К слову, соревнования по дзюдо на Кубок Дворца спорта «Магаз» пройдут третий год подряд. Более 30 спортсменов приняли участие в республиканском чемпионате по стрельбе из лука среди взрослых и детей. Соревнования проходили в Сунже на стадионе имени Дьякова по 3 дисциплинам. Основная цель турнира – обмен опытом между лучниками и популяризация этого вида спорта в регионе. Организаторы – Федерация стрельбы из лука совместно со спортивными клубами. Идрис Ижиев расскажет подробнее. Натянутая тетива, уверенный взгляд и выстрел. Сразу ясно, лук и стрелы в руках держит не новичок. Цель не близко, однако Илеса Богатырева расстоянием не напугать. Ведь стрельба из лука для него любимое хобби. Илесу предстоит посостязаться с 15 опытными лучниками. После первых выстрелов результат лучше, чем ожидал. Я уже 4-5 месяцев как участвую, то есть занимаюсь стрельбой из лука. Но результаты не очень хорошие. Конечно, намерения у нас лучшие. Занять первое место, естественно. На все воля Аллаха. Главный атрибут стрелка, конечно же, его лук. У каждого он по-своему особенный. Кто-то выбирает побольше, с тактическим прицелом и весом более килограмма. Другие же предпочитают легкое оружие с минимумом улучшений, почти как в старину. Однако разнообразие не вносит никакого дисбаланса, и стрелки в баллах практически наравне. Если взрослые стреляют с 30 метров, то для юниоров цель немного ближе. У ребят сегодня настоящий праздник, ведь посоревноваться с друзьями на свежем воздухе в такой день – одно удовольствие. Абдул-Халим Евлоев один из первых вызвался покорить отметку в 10 метров. Несколько выстрелов перед чутким взором судьи, и можно подсчитывать очки. Турнир первый месяц как положился, пока нормально получается здесь. С каждым годом команда ингушских лучников пополняется. Неудивительно, ведь этот вид спорта очень интересен и полезен для здоровья. Стрельба помогает тренировке зрения и успокаивает нервы. На турнире больше 30 стрелков, как взрослых, так и юношей, демонстрируют свои навыки. Ведь для участников главное приятно провести время в хорошей компании. Мы сегодня решили сделать 3 дистанции, 3 дисциплины. Это, как вы уже видели раньше, это 18 метров, так называемый светофор. Это 3 мишени 25 на 25. Мишень 40 на 40 – это 30 метров. И для юниоров мы сделали отдельную мишень. Это 80 на 80 мишень с 10 метров. Ну вот сейчас взрослые подходят, говорят, у вас ребята лучше стреляют. Ну оно и понятно, так как метров 10 и большая мишень, в принципе, результат будет очень хороший. Но если бы мы сейчас поставили мишень 40 на 40, конечно, результат был бы намного хуже. Но ребята справляются, именно с волнением нужно справиться лучнику в первую очередь. А то, что они наработали на тренировках, они это должны выдать. Для победителей и призеров грамоты и ценные призы. Организаторы намерены активнее развивать этот вид спорта в Ингушетии. В планах подготовить сильных спортсменов для выступления на международной арене. Идрис Ижиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.